Вечером 20 августа сотрудниками ГАИ в Сухуме в районе Турбазы была остановлена машина под управлением Айнара Анзоровича Авицба, 1992 года рождения. Сотрудникам ГАИ Альбертом Зибелян был составлен протокол, в котором было указано, что водитель управлял автомобилем без техосмотра. На следующий день, 21 августа, сдав смену, Альберт Зибелян уехал домой, в Новый Афон. Оформили протокол, составили, пожелали счастливого пути, отправили. После, как обычно бывает, стали выходить на общих знакомых, нашли номер, позвонили, мол, попросили встретиться вне формы, то есть на улице, без проблем. После в телефонный разговор была нецензурная брань, на что я взаимно ответил, и сказали, мол, увидимся. Вот следующим днем, то есть вчера утром, увиделись. Хотели поговорить, и где разговора вообще не было, сразу при встрече перешло все в рукоприкладство. Двоих знаю, третьего нет. Первый раз, можно сказать, вообще видел, ранее не сталкивался ни разу. После инцидента с резанными ранами в области головы и лица, многочисленными ушибами, Альберт Зибелян был доставлен в Гудаутскую районную больницу. После оказания первой помощи в тот же день Зибеляна перевели в республиканскую больницу. После дополнительного обследования ему провели экстренную операцию. Состояние при поступлении оценено как средней степени тяжести, был обследован, выполнен рентгенологический снимок костей черепа, где был обнаружен давленный перелом левой теменной кости. Далее пациент был дообследован, выполнена компьютерная томография костей черепа, где диагноз был подтвержден. После обследования больной был оперирован в экстренном порядке, выполнена репозиция вдавленного перелома теменной кости слева. Операция прошла удачно, состояние пациента стабильное. На данный момент находится в отделении нейрохирургии, активизирован. Как рассказал сам пострадавший сотрудник ГАИ Альберт Зибелян, он работает в правоохранительной системе страны уже 5 лет. За это время были разные конфликтные ситуации, но с таким фактом он сталкивается впервые. Конфликты в связи с работой бывают, конечно, но до такого еще никогда не доходило, просто разговаривали там. Недовольство, естественно, люди недовольны, порой бывает, что делать? Всякое бывает в жизни. Такого не было ни разу. По данному факту собран первичный материал и передан в прокуратуру Гудаутского района. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания Айнара Анзоровича Авицба, 1992 года рождения, жителя села Нижняя Шира Сухумского района, и Эдгара Витальевича Смыр, 1991 года рождения, проживающего в городе Новый Афон. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.